Республика Саха-Якутия – самая большая административная единица России и всего мира. Общая площадь Якутии, а именно ее континентальной и островной части, составляет более 3 миллионов квадратных километров. Более половины территории находится за полярным кругом. Якутия – регион с богатыми природными ресурсами. На ее территории добывается 17% золота от общего запаса страны, 82% алмазов, 61% урана, 40% угля, 82% сурьмы, 8% ртути, 28% олова и больше 6% железной руды. Кроме того, имеются немалые запасы редкоземельных металлов, нефти и газа. Однако, наша республика является одним из наиболее труднодоступных и изолированных районов России. Около 90% территории не имеют круглогодичного транспортного сообщения. Транспортная система Якутии безальтернативна. Существуют рабочие схемы доставки, каждая состоит из нескольких этапов, которые включают в себя сезонные пути. В данной сфере выделяют 4 проблемы. Первая проблема – это изоляция территорий. Вторая проблема – недостаточность инфраструктуры транспорта. Третья проблема – климатические условия. И четвертая проблема – отсутствие понимания технологий логистического управления. В настоящее время существует теория, что сложность транспортного сообщения влияет на стоимость товаров и услуг, а также влияет на уровень инфляции в регионе. А так ли это? И есть ли положительные решения в вопросе логистики, мы узнаем сегодня в новом выпуске передачи «Про деньги». Сегодня у нас в гостях Александр Сергеевич Федоров, общественный деятель, предприниматель в сфере грузоперевозок и сервиса доставки по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Рита, добрый день. Как профессионал в сфере грузоперевозок, какую характеристику вы можете дать транспортной инфраструктуре в нашей республике? Действительно ли причиной повышения цен на товары и услуги и проблемой номер один является труднодоступность и изолированность некоторых районов нашего региона? Одним словом, характеристику, конечно, не дать. Она непростая, если говорить таким языком, более профессионально, она мультимодальная. Вот, то есть здесь связаны все виды транспорта, вот, и железная дорога там до Нижнего Бестяха, да, там от Берекакит, вот, и водный транспорт в период навигации, и в какие-то острые там, или быстрые моменты вот, это авиасообщение. Вот, поэтому логистика непростая, я бы даже сказал, одновременно интересная. Угу. А какими видами транспорта, вот вы уже упомянули, да, и железнодорожный транспорт, и автоперевозки, да, и навигация. Вот. А у вас есть такая информация, вот по каким районам конкретно идут только ЖД, допустим, куда идет только навигация, куда ведет, да, вот, доставка грузов, и где можно доехать только на автомобиле, или куда можно добраться только, допустим, на вертолете или самолете? Рита, ну это очень такой широкий вопрос, и он прям займет вообще всю нашу встречу. Вот если перечислять Давайте улусы. коротко, да. Коротко, ну все, что Нерюнгринский, Улус, Алданский, Мегино-Кангаласский, это ЖД. Вот, ну плюс, допустим, по наслегам это, ну, конечно, авто. Вот. А дальше все это либо водный транспорт, либо авто. То есть мы в любом случае, чтобы переправиться, допустим, на Вилюйскую группу улусов, мы переправляемся паромом и дальше авто. Вот, Чурапча, Усть-Алдан и так далее, Аймикон, авто и так далее. Ну и плюс все северные улусы, вот, в зимнее время, по зимнику, это все только авто. А какие сложности возникают вот при, ну, как это правильно, перевалка называется, да, грузов? Вот возникают какие-то сложности, вот как... Что вы, может, у вас есть какая-нибудь база общая или еще что? Ну, что вот вы используете вообще для того, чтобы облегчить себе задачу по доставке грузов по республике? Сложности, ну, они всегда в любом деле есть, но такие основные я бы сейчас мог выделить. Первое, это есть конкретные и очень небольшие промежутки по времени, в какие улусы можно доставлять, да, вот, и, соответственно, эти даты, эти месяца, в некоторых районах даже считанные недели вот, нужно поймать, вот, и навигацию, допустим, и зимника. Вот. Вторая сложность, это, как вы правильно заметили, да, это наличие
какой-то базы, где-то нужно перерабатывать. Вот, и зачастую, допустим, все, что идет в зимний период, это уже наши с вами любимые самые низкие температуры на планете, да. И вот работа в таких условиях, вот, бывает и повреждение груза какое-то, вот, и так далее. Но совсем справляемся. Ага. А вот я задала этот вопрос, потому что, чтобы наши телезрители поняли, да, что ведь цена зависит от вида транспорта. И от этого же зависит конечная цена уже для потребителя. То есть вот, у вас в основном, ваши клиенты, это коммерческие предприятия. Да, да. Вот. И вы согласитесь, что цена грузоперевозки, она все равно закладывается в маржинальность товара, в ценообразование и так далее. И все равно конечный потребитель, он все равно оплачивает товар по той или иной цене. И если доставка зависит, например, автомобилем же дороже доставлять, да, чем поездом. Вот расскажите об этом подробнее, как вот распределяется? Какие груза, например, мука, там, сахар, они чем доставляются? Самый выгодный тариф, то есть самый низкий, это водный транспорт. Вот, соответственно, максимальный, так называемый северный завоз, стараются делать именно в навигацию. Вот, следующий по стоимости, вот, это ЖД. Вот, но железная дорога, в этом году были определенные перебои, вот, и большинство грузов в республику все-таки шло авто. Вот, скорее всего, даже с этим можно связать подорожание многих товаров. Вот, третий, получается, по стоимости, это автоперевозки, вот, и их очень большой процент, практически, наверное, 40%. 40% да. от всего, да? И совсем незначительный объем какой-то авиа, его можно не рассматривать, это там какие-то цветы, там, знаете, на 8 марта, йогурты там и так далее. Скоропортящиеся продукты, да? Их же мало заказывают в основном, да, и перевозится мало. Вот, а может ли среднестатистический житель нашей республики воспользоваться услугами транспортной компании? Потому что существует такой миф, что транспортные компании перевозят только крупные груза. Мелкие груза они не принимают, и с физическими лицами они не работают. Вот можете поделиться вот такой информацией? С физлицами однозначно работают компании, особенно которые сконцентрированы именно на работе с республикой Саха-Якутия. Вот. У них прям отдельно даже такая услуга есть, вот, как-то там переезд в регионы, что ли, называется. Вот буквально вы привозите все, что здесь продали квартиру, да, переезжаете в какой-то другой регион, вот, вплоть до упаковки и безопасной, четкой доставки. То есть они физлицам можно. Все, что угодно можно привезти. Вот, например, я захочу привезти себе диван, вот заказать где-нибудь, увидела на сайте, допустим, там, или в магазине Леруа Мерлен, которого у нас здесь нет, да, вот, я увидела там диван, заказала через транспортную компанию, я могу оформить доставку сюда. Да, есть список компаний, чтобы рекламы не было, я их не буду называть, но лично готов сообщить их название. Да, они присутствуют в крупных российских городах, таких федеральных центрах, я имею в виду, там, допустим, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск. И заказывая в этих городах какой-то товар для личных нужд, физлицо может заказать и экспедирование, то есть они заберут нам по Новосибирску, вот, и сборным грузом сюда привезут. Вот, и вы получите уже здесь, в Якутске. И могут даже здесь по городу доставку сделать. Ничего себе. Сервис. А сколько тогда человек может сэкономить, например? Тут по секрету можете сказать? Это не секрет. Я просто постараюсь как-то посчитать экономику, допустим, как работают компании, которые завозят мебель, да, сюда. Вот, есть мебель, как вы ее купили в Леруа Мерлен, да, вот так, это их цена. Вот, плюс доставка, она вам тоже в цену ложится. Вот, ну и, соответственно, так как компания торгующая, она прибыль заложит и на покупку в Леруа Мерлен, и на это транспортное плечо. Вот, но здесь уже от аппетитов зависит местных предпринимателей. Предполагаю, что там 50%, может быть, и выше, удорожание для конечного потребителя здесь. Значит, 50% я смогу сэкономить? Да. Заказав товар где-то, да, и привезти его сюда. Да, в любом случае 50% я точно сэкономлю. Александр, буквально несколько выпусков назад в нашей передаче мы говорили об инфляции. Оказывается, что у нас в регионе существует проблема в сезонном повышении цен на грузоперевозки. Так ли это? Вот такой вопрос у меня, да. И насколько дорожает стоимость доставки грузов в среднем весной и осенью именно перед ледоставом? Это сезонное увеличение стоимости доставки всегда есть.
Вот, это обусловлено как и дополнительными техническими средствами, как то ледокол и так далее. Уменьшение в целом, допустим, количества судов на паромной переправе. Вот. А спрос, кстати, он не ослабевает. И, например, вот сейчас, 4-й квартал, это вообще максимальный вот, завоз идет. Цены повышаются ежегодно. Вот, и так как Республика Саха-Якутия больше связана с логистикой, да, поэтому конечные потребители очень чувствуют на себе это. Вот, среднее повышение цен, вот, я могу предположить, допустим, если для контейнерных перевозок это на треть вот, повышается, вот, для автомобильных бывает в 2 раза прям. Угу. Автомобильное, это вы имеете в виду вот фурами, то, что везется, да? Да. То есть фура, когда она прибывает в Бестях, есть даже такой период, когда уже идут просто суда на подушках, и буквально эту фуру перевозят, представляете, вот такими маленькими партиями, то есть везут пассажиров, и часть всегда догружают груз из этой фуры. Так сколько тогда фуру одну разгружают по времени? Здесь дело не во времени, а дело в том, что когда груз нужно доставить срочно, есть и вот такая даже услуга. Представьте, 20 тонн пришло, вот, и если, допустим, вы их, ну, условно говоря, перевозите в сезон там, по 30 рублей килограмм, да, то в данный период вы перевезете по 60 рублей килограмм с учетом перегрузки, подушки, там, встреча тех машин. Ну, получается, срок доставки тогда увеличивается? Да. Если в среднем, допустим, взять Москва-Якутск 14 дней, Новосибирск, Якутск 7-10, вот, то получается Москва, Якутск там до 20 дней, Новосибирск, Якутск там, до 15. Угу. А есть такое, вот, что срочно нужно доставить что-то, и вы доставляете срочные какую-то, ну, есть такие срочные заказы? Да, срочные заказы есть. Допустим, какие-то социальные объекты, которые уже вводятся в эксплуатацию, есть конкретно дата открытия. Вот, причем сейчас и загрузка у заводов, представляете, тоже пиковая, вот, потому что конец года. Вот, поэтому, да, очень много грузов завозится. Вот, где есть возможность, допустим, подождать, да, они складируются в Нижней Бестяхе, и, допустим, переправа в Качекацах, она открывается раньше. Вот, и уже в декабре начинают, допустим, 5-тонными машинами завозить и так далее. Вот, либо, ну, вот ждет уже официальный в Нижней Бестяхе. А бывает такое, что вот, например, груз физических лиц, ну, как мы уже говорили вот в начале нашей беседы, да, что вот, оказывают услуги грузовой компании физическим лицам, юридическим лицам. Бывает ли такое, что вот такие моменты, когда вот такая прям нагрузка большая на компанию идет, они физических лиц пододвигают, а вот начинают работать с теми, у кого денег больше? Бывает такое, или все-таки людям нечего бояться? Людям нужно быть спокойными, потому что если транспортная компания везет сборный груз, вот они загружают машину, и в ней оказываются и юридические, и физические лица. То есть есть компании, которые не заказывают целиком 20 тонн, да? У меня есть 5 тонн груза, допустим, вот двери я везу, здесь на школу микрорайон ДСК. Вот, и туда же попадет также и ваш диван с Леруа Мерлен. Вот мы поедем вместе в одной машине, и мы вместе с вами переправимся, и вместе на автодорожной заберем этот груз. А как же, если вдруг вот, ну, река встала, вот на подушках, мой диван привезут на подушке? Диван уже нет, когда уже прям вот эти вот такие классные методы перевозки, как подушка, идут, уже нет. Там есть ограничения по ширине, длине, по массе одного места и так далее. Ну, тогда уже подключится, наверное, вот когда пока становится ледостав, да, до открытия уже зимника, там же ездят маленькие машины грузовые. Да, скорее всего, каким-то первым 5-тонником вы уже переедете. Да, вот там градация идет 5 тонн, потом сколько? 15? 5-10. Ага, 5-10, потом уже где-то в середине зимы, уже когда у нас ударят такие крепкие морозы, тогда уже могут ездить уже и 20-тонные машины. 1 числа января обычно уже официально открывается зимник. И тогда вы уже, наверное, легко можете выдохнуть, да, и уже можно будет работать уже не в таком авральном режиме. Первых чисел апреля, да, прямо. Так получается, тогда наши предприниматели настолько уже стали опытными в этом деле, что они знают вот эти все периоды, да? Конечно. В целом мы с командой смотрели перерыв, вот такой прям, когда вообще нельзя ничего возить, он около 2 недель всего. Это когда? Ну, сроки меняются от года к году, вот, в зависимости, когда там холода наступают и так далее. Вот, но в среднем это, ну, какие-то первые, допустим, половина ноября. Либо, может быть, допустим, ну, с 10 по 20 ноября. И вот получается в этот период вообще ничего. Республика отрезана, да, только, как мы сказали, цветы и йогурты самолетами. Понятно.
Вы уже рассказали о том, что доставка грузов доступна каждому. Но на что нужно обратить внимание простому человеку, такому как я, например, да, который решил что-либо привезти для собственных нужд? Вдруг груз будет испорчен. Что вы можете посоветовать в таком случае? Не часто, но такие случаи бывают, да, что когда груз повреждается, вот, скорее всего, это где-то в месте погрузки, либо в пути бывает, что-то у машины может случиться. В контейнер, кстати, они доходят все безопасно. Вот, в основном повреждаются в автомобильном транспорте. Просто при приемке визуальный осмотр вот, делает. Это не только физлицы, юридические лица также принимают товар. Вот, если внешних повреждений нет, то упаковки спокойно забираете, расписываетесь и все. Если вы видите замятие, коробка нарушена, разорвана, вот, все спокойно вскрываете, осматриваете весь товар. Если да, действительно он поврежден, вот, а не только тара, да, то там составляется акт, это стандартная процедура. Вот, и транспортная компания, они стараются возмещать это все. Вот, потому что имя дороже, и компании, которые работают с Якутией, они в основном сосредоточены на республике, и поэтому их имя им дорого. Ну, поэтому мы видим, когда груз доставляют, допустим, там упаковка прям даже доски, да, из досок делают каркас какой-то, Да, еще да. что-то. То есть так, очень такой тщательный подход к упаковке. Обрешетка делается, если у нас хрупкие уголки, специально даже доп. Уголки и так далее. Да, да. А какие-нибудь нюансы есть, например, что нельзя перевезти грузовой компании? Есть такое? Я не сталкивался с таким. Нет, транспортные, скорее всего, заводы не производят то, что нельзя перевести. То есть, когда на заводе что-то создается новое, допустим, какую-то ракету, знаете, там на Марс отправить, понятно, да. скорее всего, они будут думать, какие есть доступные транспортные средства в нашей стране, чтобы это доставить там на, как называется, космодром Восточный. Вот. Поэтому перевести все можно. Все можно. Да. Главное, чтобы это было через проверенную транспортную компанию, чтобы это было хорошо упаковано и чтобы попался очень такой аккуратный и добросовестный водитель, да? Да, да. Вот. Ну, если это на авто. Причем, вы говорите, там должным образом упаковано. Если упаковка недостаточная, транспортная компания сама принимает решение, связывается с вами и говорит, вот упаковка ненадежная, мы вам рекомендуем, и за какую-то дополнительную плату они делают дополнительную вот эту обрешетку, чтобы уже товар безопасно был. А дорого стоит вот эта обрешетка? Там какие-то 1000 рублей за куб, как это считается, но обычно нет, недорого. Дороже потом это все менять и так далее. Да, поэтому лучше подстраховаться. А как же быть со страховкой, например, груза? Надо ли, например, мне как физлицу, если я что-то заказываю, страховать груз, допустим? Страховое дело в грузоперевозках очень хорошо развито, причем там процент какой-то совсем небольшой. Там около 2%, что ли, стоит эта страховка. От стоимости заказа? Товара. Вы товар страхуете, допустим, там на 100 тысяч рублей, 2000 стоит страховка. А, да? Вот, да, и зато на сердце будет вам спокойнее. Ну, конечно, и получается, что страховая компания в случае утраты груза или потери груза, да, она может возместить. Получается. Как раз мы перешли к этому вопросу, когда что же делать, когда груз потерялся, и вообще как его можно ли его найти вообще? Есть такие, что человеку делать? В панику вдаваться, писать заявление в полицию, идти в суд сразу. Какой есть алгоритм действий для человека, когда у него груз потерялся? Вы сразу такие радикальные методы перечислили. Нет, всегда сохранять спокойствие. У транспортных компаний такое бывает, редко, но бывает. В том числе и потеря, но, скорее всего, зачастую груз оказывается просто в пункте отправки. Он находится. Тоже либо человеческий фактор, либо какой-то там штрих-код не сработал, и то есть ваш диван там из Москвы был загружен, а по факту он не был загружен, вместо него там какие-то двери пришли, а он действительно так и остался в Москве. Обычно это находится, и уже следующим рейсом его доставляют. Какие-то там извинения компания приносит. Ага. А если например, не дай бог, произошла авария, да? Или машина, например, куда-то он поехал через какую-то речку и провалилась машина. Что в этом случае будет? Это уже больше нужно смотреть юрисдикцию, это больше нужно смотреть договор, который на перевозку был заключен. По моему опыту, я видел, когда действительно уходили машины и под воду, и вместе с баржей тонули. Они не были ни застрахованы, и договор был составлен таким образом, что подрядные организации, они ничего не смогли возместить и просто заново приобретали товар.
То есть они просто вот соглашались с тем, что груз потерян уже безвозвратно, и все. И ничего ты уже не вернешь, и ничего не сделаешь. Скорее всего, ты должен такой опыт приобрести, ты как предприниматель, как юридическое лицо, вот, и тогда только уже твои юристы начнут составлять такой договор. Но наша передача не зря с вами вышла. Вот, уже можно сразу на берегу вот, заключать такой договор на случай утраты именного груза. В конце передачи я обязательно расскажу нашим телезрителям, как, на что нужно обращать внимание и какие документы вам потребуются, чтобы, например, найти свой утраченный груз. Вот мы к этому еще вернемся. И вот хотелось бы от вас, как от профессионала в своей сфере деятельности, да, услышать какие-то полезные советы для наших телезрителей. Вы можете дать? Полезные советы в плане грузоперевозок. Вот, например, человек захотел, с чего ему начать? Вот захотел он заказать что-то себе, потому что, у нас работают интернет-магазины, маркетплейсы, но не всегда тот ассортимент, который предлагают нам вот эти вот интернет-магазины, не всегда человеку подходит, да? И он находит на другом ресурсе. Или напрямую у производителя, или напрямую там какой-то, не знаю, человек, который делает какое-то уникальное изделие, да, допустим, вопрос. Да. Вот. С чего ему начать? Два совета, но они такие основные, вот, и из них там, конечно, может быть какие-то остальные рекомендации истекать. Вот, первое, нужно быть уверенным в самом поставщике, у которого хотите взять, потому что если вы берете на маркетплейсе, там маркетплейс за безопасность вашу отвечает, там свои методы, да, допустим, посмотреть сайт, посмотреть там на контур или Руспрофайл, какие-то специальных агрегаторов. Отзывы те же, да? Да. Вот. И второй такой общий совет – это, конечно, выбрать проверенную транспортную компанию, которая, как я говорю, работает именно с Республикой Саха-Якутия. Вот, потому что их и реклама видно здесь по городу, и в Улусах они зачастую представлены. Вот, потому что в России очень много транспортных компаний, и некоторые, да, они принимают груз на Якутск, но они даже не понимают, как везти. Вот, и я очень много случаев знаю, когда реально не довозят, либо начинают подключать наших проверенных местных ребят. Вот, и очень долго это все растягивается. Первое – это самого поставщика проверить, и второе – выбрать компанию, которая именно здесь работает, в республике, здесь в городе Якутске. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Вот я бы еще хотела, чтобы наши телезрители познакомились с вами, потому что вы для меня уникальная личность. Я узнала, что вы приехали к нам из другого региона, приехали сюда. Обычно из Якутии все уезжают куда-то в другие регионы, но тут вы приехали сюда и здесь открыли свой бизнес, вы занимаетесь общественной работой, вы ведете меценатскую деятельность. И расскажите подробнее о том, вот как вы приняли решение вообще приехать в Якутию и начать здесь трудиться. В целом, я попал в Якутию еще в 2001 году. Я работал в найме, был менеджером отдела продаж. И 2009 год, такой был непростой для страны, многие компании обанкротились, и корпорация, в которой я работал, тоже. Вот, и, собственно, такое полноценное уже самостоятельное плавание я с 2009 года отправился, зарегистрировал собственное предприятие. Команда находится в Новосибирске, которая работает, но весь бизнес, он здесь в республике, то есть социальные объекты, которые здесь строятся, это школы, больницы, садики, мы их оснащаем строительными материалами. Большая часть, конечно, здесь в городе, но огромное количество также и по улусам. Поэтому, наверное, если коротко ответить, почему я выбрал Якутию, такая воля судьбы. А вам нравится у нас Якутия? Да, я уже полюбил и республику, и традиции, и эсэх, и стараюсь немного язык изучать. Получается? Такой базовый. Получается. Практика вам нужна, скорее всего. Практика постоянно есть. Я, наверное, половину времени провожу в республике, и в городе, и в районы выезжаю. И половину, в Новосибирске. Спасибо вам большое, Александр Сергеевич, за то, что вы пришли к нам на передачу. Рассказали очень много полезного, интересного. И я надеюсь, что это наша с вами не последняя встреча. Рита, вам спасибо, что позвали. Всегда рад. Каждый грузоперевозчик берет на себя обязательство доставить груз в целости и сохранности. Но от форс-мажора и ошибок никто не застрахован. Что делать, если ваш груз вдруг будет утерян или испорчен? Я расскажу прямо сейчас. Оставайтесь у экранов, будет интересно.
Для начала уточню, кто несет ответственность за груз во время транспортировки. В статье номер 796 Гражданского кодекса Российской Федерации сказано, что компания-грузоперевозчик как исполнитель является ответственной за товарно-материальные ценности, которые принимает для грузоперевозки. Как исключение упоминаются обстоятельства, произошедшие по независящим причинам, например, в результате военного конфликта или стихийного бедствия. Если проблемы возникли с грузом в результате аварии, то рассмотрением ситуации занимается суд, так как не каждая из таких ситуаций может быть отнесена к форс-мажору. В принципе, во время грузоперевозки заказчик товара практически не может оказать влияние на то, чтобы груз был все-таки доставлен в полном объеме, не имел бы повреждений и не был бы испорченным. Чтобы не потерять деньги, владельцу нужно оформить страховку на груз. Покупка страхового полиса не является обязательной, но позволит возместить убытки. Если же повреждения товара настолько серьезные, что он не может быть использован по назначению, то заказчик может письменно отказаться от его получения и потребовать возмещения, как за утраченный груз. А если вдруг потерянный или недостающий товар будет найден, то вы можете потребовать выдачу груза, при этом полностью вернув транспортной компании уже полученные выплаты. Подтверждением, что транспортная компания осуществляла перевозку груза, является накладная, любая авиационная, железнодорожная или автомобильная, или коносамент при доставке моря. К накладной прилагается договор между перевозчиком и заказчиком, а также акт выполненных работ. Данные документы послужат доказательством того, что факт грузоперевозки принимается как свершившийся, что доставка была выполнена конкретным перевозчиком, транспортом и конкретным водителем, что состояние груза и его количество претерпело существенные изменения с момента, как товар был принят к транспортировке. Накладная используется судом для обоснования стоимости груза и расчета компенсационных выплат. Для перевозки груза следует обращаться в крупные компании, которые уже много лет и успешно работают на рынке транспортных услуг, которые имеют соответствующую лицензию. В обязательном порядке нужно внимательно читать договор. Если в документе будут пункты типа «перевозчик не несет ответственности за груз», то услугами такой фирмы лучше не пользоваться, так как претензии по такому договору не будут приняты судом, а заказчик только потеряет деньги за груз и понесет немалые судебные издержки, а еще потратит время и деньги. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.